Рама, Божоновий заварі, що нам розуміє кулачі, сяє принасе, Богу вічна мудрой син, прославление и хвала, и Яйцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Душу и походить, Отцу вечного святого. Аминь. Молимся. Боже, пред пасхальною таємницю Христа Ти откупил всіх людей, заховуй на справу Твоей милосердности, как мы неспынно сгадываем таємницю нашего избавления, удостоились отримать еплен пред Христа Пана нашего. Аминь. Удовшенный позволенный, именами прославленный, наисвятейший сохранный, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, именами прославленный, наисвятейший сохранный, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, именами прославленный, наисвятейший сохранный, наш небесный тестамент. На початок номер 251. Приходит дух Твой, землю обновить, дошли устёку, да сравненных сердца, освяти обвиняне, песня славы хай завжди звучить. Хай приходит дух Твой и землю обновить, дождь ливе у стёку, да справненных сердцах, освяти обвиняне, песня славы хай завжди
учить. Слава Иисусу, я лицом не дал. Слава Бою той, кто пеший полюбил меня. Иисус, только Иисус мой. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Ласка нашего Иисуса Христа и Его Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с вами усими. И с Духом Твоим. Эту святую мшу справую за померлого Антонии 13 год по смерти, просячи для его радости життя вечного у володарстве небесным. У певной місцевості Весовцы приехал скрипач и начал прихожа гулять. Так что те люди, которые там собрались, в певном моменте подхватили ритмом музыки и розпочали веселиться и танцевать. Раптом той самой дорогой, где он там гулял, проходил якийсь чоловік. Був він глухий. Поглядів, скажуть люди, подумав, слухай. Брати і сестри, те саме було і з апостолами, які вийшли з вечерника, коли тримали Святого Духа Святого. Варто бути варіантом Божим, трошки таким по-божому, для Бога, може, дураком, та який Давид ішов і танцював, і всі говорили, що він робить. Але він прославляв Бога. Поки чоловік отримає Духа Святого, він не ведає, що робить, але Дух Святий веде його. І не зважає, чи будуть на його глядіти з одної сторони, або з другої, чи будуть критикувати, чи будуть сміятися, чи будуть поважати. Важно для його, що Бог є у серці його. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую оферу. Споведаюся Богу Всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой, и людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебя, великой славы Твоей. Пане Боже, Богородия Весны, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Вороту Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу,
прими моление наше, яки сядешь праворужайца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwaje Boga Ojca. Amen. Молимся. Боже, Ты празднуемицу сегодняшнего свята, освящая свой костел, який яднаем все племены и народы. Наполнил весь свет дарами Духа Святого, и обновил в сердцах верных клен Твоей ласки, якую мы отримали на початку обвещения Евангелия. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и благодарить в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Читание книги Деяний апостолов. Когда настал день Пятидесятницы, все были разом на одном месте. И раптом поднялся шум с неба, ніби повел моцного ветру, и наполнил весь дом, где сидели яны. И з'явились им языки подобные, быцем от огня, и затрымались на кожных з них. И наполнились все Духом Святым, и почали говорить на інших мовах, як Дух давав їм промовляти. Были в Иерусалиме юдеи, люди побожные, з усякого народу под небом. Коли узнялся шум гэты, собралось множество людей и захвалявалось, бо кожный чоловік, що не говорить на якої мови. І бентежилися, і дивували, кажучи, ті ж все ті, хто говорить, не галілейці? Як же ми чуємо кожне свою мову, у якої народилися? Парфяне і Медяне, Еламиты, и жихари Месопотамии, Юдеи, Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и частых Ливий, сумежных Скирней, да приезжие римляне, Юдеи и просолиты, христиане и арабы, мы чуем, что они говорят нашими мовами, про великие славы Божие. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты великий, великий, неизреченные, Пане, Твои справы. Земля наполнилась Твоими творениями. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Ты сбираешь их недуги гинуть, и вертаются у свой пыл. Ты посылаешь своего Духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Нехай слава Пана триває навеки, нехай Пан радується справами своїми, нехай буде милая моя песня, и я буду радоваться у Пану. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Читання послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, ніхто не може сказати,
Езус Пан, калі не будзе ў Духу Святым. Розныя ёсць дары, але той самы Дух. Розныя служэнні, але Пан адзін і той самы. Розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. Як цела адно, але мае многа членаў, якія хоць іх шмат складаюць адно цела, так і Христос. Бо ўсе мы адным Духам ахрышчаныя ў адно цела, юдэі ці грэкі, нявольнікі ці свабодныя, і ўсе напоены адным Духам. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Божа Дух Святый, приди, як ясна распаши, нам святла Твоего струей. Ойче убогих поспяши, сердце правды покажи, и свои дары нам дай. Сутяшитель сердц людских, наилейший гость у их, а солода стомленных, odpoczynak zmuczonych i woda dla pracuчих, сутяшenia плачущих. О святло счастливое, сердца в глыбинь уникливое, Твоих верных наполняй. Без Твоего дыхания, что ж вся род творения, пустота и небытие, что нечистая обмы, что засохла оживи, что поранена зляжи, что у нас твердое схили, скривлена правым чини, холод сердца разгони. Дай Твоим же верным, Божьей ласки сбережным, всем Твоих святых даров. Дай заслугу мужности, вытрывости, верности, дай и радость вечную. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приди, Дух Святый, наполни сердце верных своих и запали в их огонь своей любови. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Божия Яна. Хвала Тебе, Пане. Jezus сказав своїм учням, коли прийде сутішальник, якого я пошлю вам ад Отця, Дух правди, який ад Отця походить, він буде свідчити про мене, але і ви так само будете свідчити, бо ви від початку со мною. Я ще шмат чого маю сказати вам, але тепер вам гэтага не знести. Коли ж прийде Ён, Дух правди, научить вас усій правді, бо не от себе буде промовлять, а буде казать вам все, что почув, и будучиню обвестить вам. Он уславить меня, бо от моего возьме и обвестить вам. Все, что мое Отец, это мое. Тому я сказал вам, что от моего возьме и обвестить вам. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Что мы можем почуть у костей, о чем говорит так само все Святое Писание? Альбо о чем часами я не часто говорю, это значит навертание.
А в сапраўднай таксама любові, бо яна таксама патрэбна для навяртання. Яна можа там з'яўляецца галоўнай, каб чалавек мог змяніць сваё жыццё. Хтосьці бы сказаў, ну што тут слухаць, што вы тут разумееце? А гэта таксама як з любов'ю дзіцяці. Дзіця на пачатак любіць якуюсь забаўку, без якой не можа жыць, без якой не можа спаць, калі яе дзесьці згубіць, яна затраціцца, пачынае плакаць, нервавацца і так далей, і так далей. Дзіця на пачатак таксама любіць дзядулю, бабулю, а потом, калі дарастае чалавек, то гэтая любоў яна змяняецца. І хтосьці бы сказаў, тут гаворыць пра любоў. А яна за кожным разам другая. Сёння яна такая, а заўтра ўжо іншая. Але яна імкнецца да аднаго. Да прыкладу, які даў Jesús Христос сапраўднай любові. Любіце адзін аднаго, як я полюбіў вас. А як Jesús полюбіў нас? Гледзячы на крышу, мы адразу сабе адказваем на гэтае пытанне, ці наша любоў не павінна быць такая сама. Калісьці я размаўляў з адным сужанствам, уже досыць у падышлым веку старшых, і гаворыць мужчына да мяне, ксёндз, калі на пачатак жаніўся, выходзіў замуж, но то гэтая моя любовь, тому што она была сапраўдная, што я сапраўдна любіў сваю жонку. Аказалася, што не. Тепер сапраўднаму я навучыўся і любіць у сужанстве, калі прыйшлі розныя турботы, цяжкасці, я зразумеў, што цяпер я люблю сапраўдную сваю жонку. Тады гэта былі эмоцыі, мае пачуцця, якісьці намаганні, каб мне было добра, і не разумеў, што такое сапраўдная любоў. Калі я калісьці вярнуўся з войска, меў некалькі месяцаў вольна, а не ішоў на працу, пробаш маёй радзільнай парафіі, дзе я вывожуся, сказаў, пазваніў да мяне і гаворыць, Янак, хадзі паможаш ім капаць студню. Не ведаючы, хто з вас хоць капаў хоць раз студню, альбо калодзіць, альбо гэта бачыў, гэта робіцца. Выкопваецца на пачатак невялікая яма, туда ставіцца кольцо за студні, і потом залезаеш внутрь гэтага кольца і начинаешь капаць усередине. Подкопваючы яго, яна под цяжарам сваім опускаецца, калі опусціцца да ўзроўню зямлі, ставіш наступное кольцо, на яго скатваеш, і потом наступное, і закапваеш на 5, на 10, на 15 можа колец, каб дакапацца да істочніка, да жывотла воды, да крыніцы, якая будзе напаўняць гэтую студню. Хтосьці бы сказаў, ну што я гэта гавару? А так ёсць з пазнаннем чалавека пана Бога. Мы закапваемся, зямля – гэта Бог. І мы тут закапваемся. Гэтыя кольцы – гэта сам Дух Святы, смеюся вабарнаць. Ён затрымлівае ўсё дрэннае, каб нас не прываліла зямля, каб нас не придушила, і придушили справы гэтага свету, каб мы маглі ўсё лепш, ўсё больш спазнаць пана Бога і яго ўсё больш разумець. Калісьці один ксёндз хадзіў па каляце у Польшчы ў адной за часаў камуністычных, і калі прыйшоў у одно памяшканне, размова выдалася вообще вельмі добрая, і гаспадыня гэтага памяшкання асмелілася запрапанаваць ксёндзу гарбату. Ці ён нап'ецца што-нибудь? Он сказаў, светкая охота нап'ецца, але кавы хацеў бы. Я говорю, не маю кавы. Много часу былі такія, што цяжка было каву дастаць. Говорит, я маю каву. Мне там на низу некалькі этажоў ніжэй далі каву. Даў ёй пыняў каву, каб яна запарила. За некалькі хвілін яна прыносіць каву, глядзіць па мяне. Кава не запарилася чаму. Бо яна гэтыя зёрна, немёртвыя, кінула ў воду і ўсё. Яна нават не зменіла колеру. Але каб не хочучы чыніць прыкласці гэтай жанчыне, ён пачаў піць гэтую каву, пачаў закапвацца сам яшчэ глыбей, говорить, какая мощная гэтая кава. А жанчына з ахвотай, можа, ксёндзу молока? Говорить, нет, тут чорную, нехай паўмацваюся трохі гэтую горкую каву моцную. Браты і сёстры, навошта гэта гавару? Бо касцёл хоча нас змяніць. І гэтыя зёрнышкі. Мы часамі хочам заліць сваё жыццё так гэтай ласкай Божай, гэтым касцёлам, гэтымі малітвамі, так, каб яны нас нічога не змянілі. Але Пан Ісус хоча, каб мы перамянілі сваё жыццё. І нас меліць нашыя справы, нашыя цяжкасці, нашыя турботы. Нас меліць жыццё таго, што мы сёння прыходзім у касцёл, можа, хто-то нас тыкае пальцамі, хто-то говорить, навошта ты ходзіш кожны тыдзень у касцёл, навошта меляць ты молишься, навошта ты выступаешь на сакраментов, навошта ты такі добрый, навошта ты лечишься другим человеком, навошта ты кахаешь другого больше самого себе и так далее, и так далее. И нас усе мерять, браты и сестры.
примирении по молитве подаем справедный смак, и мы для когости смакуем, и мы з'являемся справедный камень, какой можно сказать, какой можно раскошовываться и отчуть аромат. Умный в одной книжке я вычитал колись такую историю, что один бот научился наконец читать племени его гостей. І вычитал у кнізе, што зямля мае шмат мінералаў вельмі добрых і палезных для жыцця людскога. І в сваём племені наказаў усім есці кожны дзень ложку зямлі, пасыпаную змелатамі і шчаскаламі, бо скала таксама маюць шмат мінералаў. Ну, вядома, чым гэта закончылася, што нічога не прынесла. Але тому, што я гавару, сённяшняя ўрачыстасць, ведаеце, называецца Пятидесятница, або іначе называем Зеленые святки. Осмелюсь так само поравнать, что землей, полной минералов, является сам Бог. Дух Святый является этой зеленью, которая выходит, какую варто собрать, перемолоть, порезать, покроить, вытеснуть отповедные минералы и сложить, и насытиться. Ведаем вельми добро, что так и отбылось, и нам тогда это не зашкодит. Братья и сестры, сопроводы, Дух Святый хочет нас кормить. То, что дали от Бога. Бо как не Дух Святый, не было бы святой литургии, не было бы сакраментов. Вообще сакраменты здійсняються дякуючи Духу Святому. Как не Дух Святый, я бы не мог себе сказать, Пан есть Бог. Это все Духом Святым насыщено и наполнено. И мы маем так само просить у этим самым Духу Святым, как мы умели скористать с тих даров и доброту, які нам Бог дає. Сегодня в первом читании мы прочитали в Деяниях апостольских, что Дух Святый сошел в який способ, что моцный ураган, моцный ветер, раптом шум с неба, и весь дом наполнился им шумом с неба и моцным ветром. Не холодным ветром, а моцным ветром. И читаем далее в другом месте, что Петр повстал. Что Дух Святый дает? Как мы повстали. Повстать значит оторваться от своего легкого пригожего життя, оторваться от своего грешных звичаев и попробовать что-то изменить. Повстать означает розпочати якусь працю, розпочати якусь працю над собой. А так само читаем, что апостолы наполнились Духом Святым и вышли все и начали говорить разными мовами. А на что они говорят разными мовами? Мы читаем в Писании, что каждый, кто проходил, чув у своей мове. Варто зазначить уже теперь, что у той момент, когда было собрано шмат людей, там, где апостолы вышли, начали проповедовать Божье Слово, рассказать в разных языках про Иисуса Христа, что у той момент были там все люди, хоть может с разных керунков и направков разных стран, все они знали один язык – греку. Апостолы, этот язык так само, как языком владели. Это его подставной язык греческий. Потому что апостолы говорят с разными языками. Тут как это зразуметь, так само варто открыть сторонку историчного факту, когда люди распочали говорить разными мовами. Мы это читали у Вигилию с послания Духа Святого урывок про вежу Павла. Когда люди собрались все мудрые, в этой мудрости придумали вельми добрый и моцный камень и постановили все разом с этого вельми моцного и доброго камня побудовать вежу Павла. Все так называлось Павлом Богом. И что, как достаться до края неба, а так само до самого Пана Бога. Богу это не сподобалось, и он вымешал языки, и эти все языки всех этих людей пораскидал по разных закаванках свету. Сегодня мы чуем, что апостолы вышли, вот знаете один язык, они будут говорить у разных мовах, что означает, что Дух Святый, братья и сестры, потребны, как нас всех з'єднати в одну соправную христианскую семью. Собрать в одной любови, той самой любови Иисуса Христа, которую нам дал. Как мы так само имкнулись в нашем жизни и просим, как мы могли помнутые этим самым Духом Святым, кого мы открывали подчас Христу Святого, а шмат з нас мали надею подчас сакраменту конфирмации, как мы могли користатися
даров Духа Святого, святла Духа Святого. Быть теми, кто дает супокой, про это мы сегодня читаем у Евангелия. Супокой вам, как меня послал Отец, так и я посылаю вас. Любите один одного, как я полюбил вас. Аминь. Первого единорового Отца Всеблагого, Славится небо и земли, всякого вашего имя вашего, и владимого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светлого светла, Бога сокровного от Бога сокровного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по обету Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророком, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и шагаю воскрешение померлых, и життя вечного в будущем свете. в день послания Духа Святого вознесем наши субботние просьбы до Бога. Молимся, Святый Костел, как всех верных должен веровать в Дух Христова Христа. Все просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Святого Отца, включение Христа, который он несел людям, сприял в усталевании, спокой миру, все просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто пошел свой вход в трон, прежде сохранить просим. Как бы называние дарами Духа Святого, не были справлены все Христа. Все просим. Выслухай нас, Пане. Христиане справляются с водичными тяжкостями существования своей веры. Веры принимают пустошение Духа Святого. Выслухай нас, Пане. Тех, кто выкрыл свою жизнь на легче. Пусть Божий помог, я не живу в себе, принятые место на церковь. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, Господи. Стараем Дух Святого, мы будем с вами, верой и церковь. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особенно способ Рушевчатой памяти Антонии, 13 год по смерти, который охранял его владарство с воскресным Паном Дедусем. Выслухай нас, Пане. Ты навеки з'єднав нас у своей любови ученикам хвала у воскрешения Твоего Сына и мост Духа Святого, вели нас до глубейшего познания Твоих таемниц образ Христа, Пана нашего. Аминь. Все мое життя, і тебе дякую назавсюди. Это мое сердце погрязи, ты любовь моя, одиная. Так я верую, Пане мой, все мое життя, и тебе дякую назавсюди. В это мое сердце погляди, ты любовь моя, одиная. Молитесь
себя мою и вашу офяру, принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офяру слуг Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Просим Тебя, Отче Небесный, учени, как Дух Святый дал нам благие разуметь таемницу евхаристичной веры и привел нас до полного познания правды и праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Укору сердцевым. Узносим имя Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он это исправлядлива. Собрал и Он нам это и справедливо, слушная и благоверна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Отче, у всемогутный вечный Божа, Ты как завершить справу пасхальной таямницы, спасла сегодня Духа Святого нам всех, кого принял за своих усыновленных детей во Христе, Твоим одинородным Сыне. Гэты Дух Святый при народжении Костела открыл всем народам, собрал за Бога, изъеднал розные мовы о вызнавании единой веры. Тому откупленное человечество во всем свете радуется о воскресению Христа, а хорянью образом с усеми святыми, спевают Тебе им хвалы, неспынно воскликающие. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинах, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышинах. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебе про Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтое приношение, гэтую святую и беззаконную офяру. Складай ее Тебе, найдер за Твой святый католический костел, будь ласкаво одорвать, с упокоем оховывать, еднать и керовать им во всем свете, разом со слугой Твоим Папом нашим Франтишком, бискупом нашим Юзовым, и усилий, кто верно заховывая и вызнає католицкую и апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугов Твоих. И про всех тут присутных веру отданность, яких Ты ведаешь, за них мы приносим Тебе эту офяру, и так само ее Тебе приносят за себе, за всех своих близких, за откупление своих душов, за надежду на избавление и уратование узносят свои молитвы для Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности с усім костелом у найсвятейший день Пятидесятницы, когда Дух Святый объявился апостолом в огненных языках, найдер спашанной воспоминанием благословленную за всю Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника найсвятейшей Панны Марии, святых апостолов и мучеников Твоих Петра, Павла, Андрея, Косму и Дамьяна, и всех святых Твоих просить заслуги и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим гэтую офяру от нас, слугов Твоих, и от всей Твоей семьи. Заховай дни наши в Твоем спокое, збав нас от вечного осуждения и долучи до выбранных. Просим Тебе, Боже, молитвой своего благословения, освети эти дары и учини их досконалою и милой Тебе охраной, как стали сеяны телом и кровью Твоего наимилейшего Сына и Пана нашего Иисуса Христа. Наперед муки,
Узял хлеб в свои святые и достойные руки, поднял очи до неба, до Тебе, Бога, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom wieczery musiał wytłumaczyć kielich u swoje świętые i dostojne ruki znów Tobie подяку складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з его все, бо это есть киель крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Panie, my sługi Twojej Świętej, wspominają błogosławioną ruchu i воскресение, a tak samo chwalebne u Niego chrzcie Jezusa Chrysta, Syna Twojego Pana naszego. Składają najświętейшей величи Твоей, Твоих даров и шатротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаконную, хлеб святый життя вечного и келих вечного спавления. Узглянь на ее милостиво и спокойно, и ласкаво прими ее, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриархи нашего Авраама и святую и беззаконную ахвяру, якую принес Тебе наивысший святар Твой Мелхиседек. Покорно просим Тебе, Всемогутный Боже, загадай своему святому Марию, занести эту ахвяру перед Твой небесный алтарь, перед обличие Твоей боской величи, как завсюду все мы, и те удельничаем в этой ахвяре алтара, и приймаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отримали щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само про слугов Твоих, про Антония, и про всех, которые пришли перед нами со знаком веры и спять у супокои. Просим Тебя, Пане, дай им и всем, кто спочивает во Христе, пребывать вместе с утешением светла и супокою. Так само нам, грешным слугам Твоим, которые сподяются на великую милосердность Твою, будь ласкавый дать уделу едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Степаном, Матеем, Варнавом, Анастазией и усилий святыми Твоими, уведи, просим и нас в их супольность, не для наших заслугов, але дякуючи Твоему пробачению, праз Христа Пана нашего, праз якого Ты, Боже, все эти доброты неслынно сквораешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Раз Христа с Христом и у Христе, Его заойчам всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша лавна и хвала, разу всем, яки вечные. Отримали мы Духа Святого, який нас учинил детьми Божьими, тому осмеливаемся казать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво супокою Тебе нашия, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от грехов
zachowane wszelaka niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Твое благодатство и моc и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój podziwiają Wam, supokój mój dają Wam. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierу Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a darycie go supokоем i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsёdy będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак supokою. Божий, який вяриш на себе, грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який вяриш на себе, грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який вяриш на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на лечение Божию. Аминь, я не ваты, как ты вошел ко мне, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 4. Тело Христа. Имеется Христос. Имеется тело Христа. Тело Христа. Наш Пан, Ливня небесный, меж нами живет, бьет сумным над землю и радость дает, покорно сыпет до нас на алтарь. Как стать нам спасибой, да есть обердать. Наш Пан добрый пастырь, притулок славы, дает красиво у сердце своим, любовью святой, лагодит наш Бог, и сум разгоняет надежды святой. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд, пронес мне пошли у долину поход, как ждет человек, добром осветлясь.
У сердца по небе руку обужать. Наш Пан прославленный, да нас юный день, неосесну покой, сутяшает мятежь, о свету избавление, с врагов нас обмыть, и царскою от злого укрыть. Езу у сердце ты мои, радость избавления мне открыл, стал для меня креницей глаз. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебя учинить смогу, как показать любовь мою, волю Твою завжди примать, и сердца чистым заховать. Езу не покидай меня, моя душа тобой живет, участь терпения поможи, выкрывать твоей любви. Участь терпения поможи, выкрывать твоей любви. Молимся. Бога Ты щедро наделяя свой костел небесными дарами, заховай, просим, спасланную нам ласку, как действенный был у нас дар Духа Святого, а духовный посевок да помог нам досягнуть вечного откупления. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Я буду пасторским. В понеділок, завтра успомін найсвятейшей Панны Марии, Мати Костела. Завжди після неділі з послання Духа Святого на наступний день вспоминаємо Марию, которая так само разом з учнями апостолами тривала однодушно на молитве и так само отримала Духа Святого и з'являється перша, з'являється Мати Костела. 22 мая у середу вспомін Святої Рити, законниці, от справ безнадійних. 23 мая у четверг свята Єсуса Христа, найвищого і вічного святара. І 24 у п'ятницю успомін Маті Божої у спомогі християнам. А у наступну неділю буде переживати урочистость Найсвятейшої Троїці. Дякуємо Пану Богу і усім, хто причинився, чи фізично, чи духовно. По 16 мая 2024 года нам выдали заключение, czyli дозвол на увод дому до ужитку. Jeszcze шмат документов нас чекає, а найважнейший документ, який ми старалися більше год. Ми і ціла рада парафіальна, і не тільки. Ми вже маємо на руках, і за це треба бути вдячним Пану Богу. Так само з цієї нагоди відбулася рада парафіальна, на якой мы вырашали шмат питаний, что теперь, чем заняться. Несколько дней тому назад до нас пришло письмо с города, что этот забор зеленый от Игуменского тракта стоит не на нашей территории, пока земля была пересунута там на 1,5-2 метра в сторону Евроопта. Нам запропоновали альбо эту землю не куплять, она нам не потребна, бо тоже и красиво работает. И Рада парафіальна подняла, Рада парафіальна, так само вы, я тут вас информую, такую deciziu, что будем ставить забор, а не временный, а уже постоянный. Так что, бачите, что уже начнем будовать постоянный забор,
потому что в эти временные, которые у нас стоят, уже им можно было бы 2 раза говорить постоянно наш. Столько раз был учинен. Золотой завод просто. Когда их будет занимать, что его никто не оценит. На аукции можно продать. I tak samo my szukają dobrych kamieńczyków, tak samo na czas świątyni, budowy świątyni, sanktuaria Bożej Miłosierności ludziom 2 sprawy wykonywać na raz. Mają nadzieję, że Bóg nam da sponsor i nam chwacić groszy, to nam się postawić w zwykłym stanie budynek świątyni jak w najkrótszy sposób. Chociaż ma ciężkością modlić się, aby naszli dobry pinkier, який треба було аудитовувати костюму, навіть кирпичики ми робили, стоїть ембарго, через заказ увозу в нашу країну, яка включаємо, что они везде, как мы нашли что-нибудь подобное, доброе, трывалое, не только нас перебывали, на 100 годов до нас. Раз весь месяц после святых имшев вечеровых отправляется майовое набожество, у неделю отправляется после святой имши в 10:30. Сегодня можно отримать полный отпуск за прочитание гимну «Прийти створитель Дух Святый», то, что мы уже и учинили. У субботу 25 мая, в эту субботу, что будет святая имша в нашей парафии, отбудется у 17 годин. У 17 годин. Не будет святой имши у 19 годин. Одразу припоминаем, там святая имша, Марьюшич, Антон, и она так само будет отправлена у 17 годин. У наступную неделю, 26 мая, у 12 годин отбудется первая святая коммуния, так как говорил, шмат детей захочут капусти на другие имши. Ну, напевно, ты, кто не має своих детей, до коммунии, то эту святыню не вводят, не будет места просто. 1 червня у суботу 1 червня, czyli w tym miejscu, що буде, на початку місяця червня, чекає нас пилигримка у Вроцлав, можливість їхати супольно автобусом от нашей парафии. Захочу записываться, как бы так само не только дети першокоммунийные, а так само мы. У 10 привитания групп, у 11, у 10 запись, у 11 привитания групп, у 12, там далее историчный факт трохи Гуцлава, з тим святая Імша, якою узначалець архібіскуп Мінська-Могилівський Юзеф Станєвський. Затим відбудуться якісь ще цікаві речі і для дітей, і для нас, якось разом парафії, в якийсь спосіб так само познаючи в автобусі один одного супольності нашої ще більше, как мы могли просить Мать Божию, как в час света, мы, как мага навеки привели, как нас Бог боронил от всего дренного, от несчастья розных, отдаючись под опеку Матери Божией Гуцлавской. Еще шмат месяцев, около 20 захочу, как записываться. 2 червня отбудется процессия Божьего тела улицами Минска, початок у 9 годин на Золотой Горце. И тому в этот день, что вот у нас так само святых имшов не будет до обеду. Святая имша вечерняя. От недели 2 червня и працу весь месяц летний, так что вот червень, липень и жнивень у нас святых имшов дитячих от 12 године нема. Сегодняшняя неделя так званая инвестиционная, тому дякую за все объявы, які складаються на будову. Дякую за співу, праву літургічну, за провірання каплиці, помолимося за всіх тих, хто святкує своє дні народження, іменини, ювілеї, хто чекає і народив дітей, за ксенза Олександра, який сьогодні святкує 6-ю годовину своїх святарських посвідчень, за добродіїв хиродавців нашої парафії, так само в нових будов, добродіїв, кожен раз нас, доручаючи под опеку Маті Божої Ружальцової, Твоєї обороні отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и раду царя злой природы, выбавляй нас, Господи. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что вы приходите. Для детей новость радостная, потому что за 2 тижня уже каникулы, а для нас радостная, более лето календарово распочнется. Чего еще больше нравится на пляжах, на летнищах.
Больше бураков, больше морковки, больше каких-то розных речей. Старайтесь и працуйте, а потом споживайте на здоровье, конечно. Примите Божие благословение, хай Бог вас благословит на все эти справы, которые вы распочали и распочинаете. Пан с вами. И с духом твоим. Охраните головы на благословение. Бог Отец святлая и сегодня спасла своим апостолом обетованного содержанника и наполнил святловик сердце, нехай благословить вас и наделить вас дарами Духа Святого. Аминь. Нехай огонь Святого Духа, який з'явився над учнями, очистить ваши сердца от грехов и наполнить вас святлом небесным. Аминь. Дух Святый, який поєднав розные народы в визнаванні единой веры, нехай вас умацує в этой вере и здійснить вашей надею созерать Бога у небе. Аминь. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидит на вас и застанется назавсёды. Аминь. Идите в супокои Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Богу, Богу, аллилуйя, аллилуйя. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастам злого духа. Покорно просим, нехай його знищить вам Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас будуть кушнують по свете. за наших близких померлых, за померла Анатолия, владыка неба устишься, аллилуйя. О той, кого ты под сердцем носила, аллилуйя. У воскресенных подсказывал, аллилуйя. Богу за нас молися, аллилуйя. Веселися и радуйся, Панна Мария, аллилуйя. Бог воскрес, Пан правдива, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты прозов воскрешение Твоего Сына, Пана нашего Иисуса Христа, наполним свет радостью. Учини просимка про заступництво Его Мати, Панны Марии, Матери радость вечного життя, про Христа, Пана нашего. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як ласка от веку теперь и завсёды, и на веки вечные. Добрый Иисус наш Пане, Дай им вечное спасибо. нехай odpoczywają u spokoju wiecznym. Аминь. Хвала, Хвала